Саламатсыздар ма? Менің атым Жазира Дүйсенбекова. Мен осы тіркелмеген ел тірегі партиясының мүшесімін, қоғам белсендісімін, біздің партиямыздың ұйымдастыру комитетінің мүшесімін. Белсенді адамдар қазір өте ОДКБ-ның қарулы күштері Қазақстанға кірді деген нәрсеге кішкене алаңдап отыр. Өйткені мысалы террористік, криминалдық істердің барлығын дұрыс тоқтату керек. Бірақ та біз білеміз, мысалы миротворческие силы басқа елдерге кіргенде олар сосын жай шығатын жағдайлар өте аз болады. Мен мысалы өзім сондай саясаткер сарапшы ретінде мен өзім білем. Мысалы Ливияда, Сирияда, Иракта, Украинада, Афганистанда болған жағдайлардың барлығында сондай бейбіт жолмен кірген әскерлер, олар жай ол елден кетіп қалмайтынын. Сондықтан да кішкене осы жағынан біз алаңдаушылық туып отыр. Ең бастысы осы ОДКБ-ның әскері қазір көмектесіп, шұғыл арада егеменді Қазақстан жерінен кету тиіс. Өйткені жалпы осы болып атқан істерінің барлығы ол Қазақстанның ішкі саясаты, ішкі қауіпсіздігі деп ойлаймыз. Екіншіден, осы жас балаларды, мен өз жеке басым, мен көптеген жас балаларды көрдім. Кәдімгіде 17, 18, 25-ке дейін жүгіріп жүрген жас балаларды көрдім. Олардың енді барлықтарын қайсы қайтыс болды, қайсы жарақатталды, қайда олардың барлығын көру керек. Барлығын жаппай террорист демей, олардың, как говорится, надо разделять шелуху от семен, да? То есть барлықтарымыз біз көруіміз керек. Қайсы Қазақстанның азаматтары, ал қайсы криминалды элементтер. Сондықтан да өте маңызды нәрсе осы қазіргі алматылық қаңтардық оқиғаларды нужно, в общем, терең зерттеп, нужно максимально объективное расследование жасату керек. Әйтпесе, то есть последствия могут быть очень серьезными для независимого Казахстана. Как с точки зрения вообще понимания всей ситуации и как она вообще появилась, в связи с чем она. То есть большинство людей, которые вышло вот на Алматы-арена еще в начале самом, да, то есть они вышли с целью улучшения социально-экономических своих ситуаций, да, то есть 99% молодежи, которая вышла, она вышла, потому что у них тупо нету понимания, что их ждет в будущем. То есть она не видит перспектив, эта молодежь, она не понимает, как им жить дальше. То есть вот буквально накануне всех этих событий я была в шоппинг-центрах Алматы, да, и я видела огромное напряжение, которое возникло возле банкоматов Каспий-банка. То есть Каспий-банк каким-то образом перестал выдавать кредиты наличными, начиная там вот с 3 января. Хотя вот там после Нового года они постоянно говорили, выдача кредитов начнется с 9 утра 3 января, оказывается. И вот этот народ уже 3 января собрался вокруг вот этих банкоматов, и было ощущение, что они готовы разорвать этот банкомат, потому что люди потратили все свои деньги, получается, на Новый год. И они еле-еле доели все, что у них было до 3 января. И 3 января, то есть вот этот весь негатив, он был направлен против банкоматов. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас абсолютно закредитованная нация, которая живет в кредиты, которая постоянно просто выживает. То есть и люди, которые вышли
на Алмату-арену, это были люди, которые фактически вышли от безвыходности. То есть у них вот все время все говорят, да, чего они хотели там, или это террористы. На самом деле они не могут, им было сложно сформулировать свои требования. То есть люди просто вышли, очень многие, от отчаяния и от безвыходности. И самое ужасное, что вышла молодежь, которая вышла, пытаясь как-то исправить свое будущее и настоящее. То есть они вышли на самом деле с надеждой. И на мой взгляд, вот этот марш первоначальный, это был марш надежды. То есть если бы на тот момент к ним вышел хотя бы один представитель местных властей, аким, да, там зам акима, прокурор, кто должен быть, то есть нужно было, на мой взгляд, с ними попытаться наладить диалог, попытаться мирным путем разогнать эту молодежь, попытаться с ними как-то разговаривать. Этого, к сожалению, лично я, глядя из окна и из того, что говорят очевидцы, в первый день я этого не видела. И вообще я не видела представителей нашей алматинской муниципальной власти вплоть до буквально вчерашнего дня, 8-9 января, когда уже начали по 3 машины ГАИ ездить, да, и так далее и тому подобное, заработали заправки. То есть нам нужно понимать глубинную природу всех тех процессов, которые заставили молодых людей выйти маршем на демонстрацию. То есть сказать, что это было каких-то огромное количество иностранных интервентов на тот момент, да, боевиков говорили, что я не знаю, что это за боевики, но я лично сама видела молодежь. Я видела молодежь, которая в каком-то таком действительно адреналиновом, эйфорийном состоянии в надежде шла с кем-то разговаривать, во имя лучшего будущего и настоящего. И здесь нужно понимать, что долгосрочное отсутствие диалога с этими молодыми людьми, скажем так, оно привело к такому взрыву. На самом деле сейчас очень многие, наверное, обеспокоены, вообще гражданские активисты и все люди, которые имеют какое-то отношение к общественной политике. То есть так как были выступления, связанные с тем, что всех гражданских активистов будут проверять, привлекать и так далее. Да? Но на самом деле сейчас меня лично больше всего волнует 2 вещи. Да? То есть это понять списки погибших, раненых. То есть кто погиб с обеих сторон. То есть пусть это будут наши ребята из правоохранительных органов, пусть это будут ребята, которые зачем-то попали под эти все пули, да. То есть меня волнует в первую очередь списки погибших, реальные погибших, пропавших, раненых. Второе, меня очень сильно, как человека с политологическим образованием, очень сильно волнует эта миротворческая миссия, которая сейчас зашла на территорию Казахстана. То есть я очень сильно переживаю, потому что миротворческая миссия, как правило, по-простому не уходит, и очень часто это приводит к каким-то последствиям, серьезным последствиям для суверенных государств. Соответственно, честно сказать, этот весь СБР, сплетни, да, на самом деле сейчас все испуганы непонятно чем. Кто-то испуган террористами, кто-то испуган репрессиями, кто-то испуган своей причастностью сюда, либо туда, либо вообще очень многие знакомые сейчас мне звонят, говорят, валить надо, уезжать. Те, кто уехал за рубеж, говорят, вовремя мы свалили, оказывается, и так далее. Но сейчас такой момент, то есть история еще даст оценку, да, то есть нам надо всем переварить сначала, понять вообще, что произошло, и больше всего я переживаю за эти 2 вопроса, которые я сказала. В первую очередь мы хотим, скажем так, группа активистов, да, разобраться с реальными жертвами, пропавшими и погибшими людьми, потому что никакой информации пока нету. Я знаю, что есть тут в Алматы и Алматинской области родители, которые ищут своих детей.
Вот больше всего я сейчас сопереживаю этим матерям, потому что я сама мать примерно детей такого же возраста. И плюс я очень сильно переживаю за информацию по миротворческим вот этим вот войскам, которые сюда вошли. То есть сколько их, с какой целью и как быстро они отсюда уйдут после установления правопорядка на всей территории Республики Казахстан. Қасым-Жомарт Тоқаев көптеген ереуілге шыққан, көтеріліске шыққан жастарды лаңкестеп жатыр. Саяси реформа жүргіземіз, жүргізбейміз, ол да үлкен бір жұмбақ болып жатыр. Сіз өз басыңыз, Жазира Әділқызы, не күтесіз болашақтан? Елдің болашағы не болады? Жалпы қандай жағдайда да біз оптимист болуымыз керек. Өйткені осы қазір өте қиын жағдай. Тәуелсіз Қазақстанымызға осы төнген қиыншылықтардың барлығын қайткен күнде де өтіп, енді бейбіт және сондай қоғамда жалпы жақсы өмір орнатуымызды тілектеспіз барлық. Бірақ та надо быть реалистами. То есть при всем оптимизме, который никогда нельзя терять, да, этому вообще в целом учит и наша религия, и все остальное, нужно быть реалистами и понимать, что сейчас очень сложная ситуация. То есть, во-первых, нужно открытое, справедливое расследование. То есть меня пугает то, что весь народ сейчас озабочен какими-то сплетнями, да, все называют какие-то фамилии, я даже их повторять не хочу и не могу, да, почему-то всех интересует, кого арестовали, кого закрыли, какая-то клановая война, какие-то олигархи, какие-то разборки правящих элит. На самом деле, знаете, получается, нас, простой народ Казахстана, больше интересует судьба каких-то элитных группировок, чем простых ребят, которые погибли, да? На самом деле, давайте реально взглянем. То есть у нас на улицах Казахстана, одного из главных городов нашей страны, пролилась кровь наших соотечественников. Неважно, были они со стороны правоохранительных органов, либо это были те люди, которые вышли на митинги и на улицы. Это наши соотечественники, это наш человеческий капитал. Нас и так мало, а мы здесь в мирное время теряем своих людей, теряем своих ребят, теряем будущее наше Казахстана. Но почему-то весь Казахстан обеспокоен, кого сняли, кого арестовали, кого под домашний арест посадили, либо какая группировка выиграет. Вот это меня больше всего пугает. Я все-таки голосую и очень надеюсь, что Казахстан наконец-то станет все-таки благополучной демократической страной, где будет комфортно жить каждому гражданину. И где наших граждан не будет волновать судьба элит, либо верхушки страны, либо разбора каких-то группировок. А когда люди просто возьмут ответственность за все происходящее в свои руки. И когда будет наложен диалог не именно с оппозиционными партиями, там, гражданскими активистами, да, а именно диалог с народом. Когда у каждого человека появится политический голос. То есть политикой должны заниматься не только властимущие, политикой должны заниматься не только те люди, которые пришли там в Сенат, в парламент, либо в правительство Республики Казахстан. То есть каждый гражданин Республики Казахстан должен иметь право голоса. Каждый гражданин Республики Казахстан должен быть политически активен и должен быть вовлечен. Он должен иметь право влиять на ситуацию и развитие в Республике Казахстан. Более того, каждый гражданин Республики Казахстан должен быть бенефициаром тех богатств, которые имеет Казахстан. Давайте вот реально оценим, да, то есть мы сидим на золотом сундуке, да, как говорил наш Шерхан Ага еще в свое время, да, алтын сандықтың үстінде отырып, кедей болып отырмыз, да, мы сидим на золотом сундуке, да, но при этом большинство людей на грани выживания. То есть это я уже говорю как экономист, человек с экономическим образованием, да. Мы имеем ВВП на душу населения как в Польше и странах Прибалтики, но при этом мы живем как в очень отсталых развивающихся странах. Почему цифры не отражаются на уровне жизни людей? То есть почему
Богатство сосредоточено в руках всего 2% населения Казахстана. Опять-таки, это богатство, как правило, рассредоточено где-то в зарубежных странах. Что можно сделать такое, чтобы благополучие Казахстана, а не разборки элит, стали все-таки главным приоритетом интереса нашей власти и наших граждан? Когда будет такое время, когда люди будут не сплетничать и не говорить о том, что кого арестовали, чьи там бандформирование, родственники или кто-то еще там между собой воюет. Понимаете, у нас получается, как будто идет какой-то сериал в верхушке страны, да, и весь Казахстан сидит, наблюдает за этим сериалом, да, какой-то этот фильм «Бригада» или что-то такое, да, и вот все казахстанцы несут потери, то есть умирают наши собратья, да, но мы при этом сидим и наблюдаем разборку кланов. Вот за это мне обидно до слез. Я очень сильно надеюсь, что все-таки мы с вами, да, мы с вами вот такие ровесники, доживем до такого периода, когда все-таки благополучие каждого отдельно взятого гражданина будет больше в приоритете, чем разборки олигархических кланов.